Ассаламу алейкум рахматлахи баракату. Дорогие зрители, извините, странно я вот так нарисовался в кадре. А, Просто захотел быстренько записать это видео. Времени нет у помощников мне помогать с установкой. Вот, что я хотел сказать. Вот эти мысли, которые я сейчас озвучу, иншаллах, родились от диалога с одним братом. Когда-то в одной из своих статей я сказал, что Салават Юлаев является некой лампой, которая живет в душе каждого башкирского джигита. Вот именно при свете этой лампы вырос башкир любой. И нет, ну просто не может быть такого башкира, которому бы в детстве не говорили. Постоянно про Салавата Юлаева приводили его в пример, да. Ну, нет такой семьи. И поэтому я, как бы, зная вот про эту особенность культурную, я написал статьи, которая называется «Лампа Салавата», которая есть в душе каждого башкира. Это национальная особенность. Об этом мы должны говорить, потому что, ну, у каждого народа есть какие-то вот индикаторы идентификации, и к чему-то каждый народ себя привязывает, да. Это великие личности в лице ученых, писателей, мыслителей и так далее, и так далее. Вот. Для башкир, ну, так оно получилось, что человеком номер один, который вот эти особенности национальные определял, стал Салават Юлаев. Мы хотим того или нет. И вот один из братьев-мусульман возражает мне, говорит: зря ты так написал. У нас должна быть в душе лампа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И вообще не надо было там якобы упоминать. Как бы я сначала хотел ему долго-долго объяснять кое-какие моменты, потом думаю, а почему бы не объяснить это всем? Тем более я вот сейчас это видео снимаю на русском, и наверняка послушают, ну, разные люди, не только башкиры. Как бы обращаясь к нему, я скажу, он это видео тоже прослушает. Вот смотри, дорогой брат, если я говорю про какого-то человека, что это некая лампа, я тем самым не ставлю его выше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот если бы я сказал, Салават Юлаев для башкир это пророк, вот тогда, конечно, можно было бы смело мой иман, мою веру поставить под сомнение. Я не сказал, я его не назвал пророком, я сказал просто лампа. Вот, кстати говоря, хотя нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сам Всевышний тоже назвал лампой, да, сираджан мунира, мы тебя отправили яркой или освещающей лампой. Но нигде нет такого запрета, что какого-то другого человека мы тоже можем назвать лампой. Мы не можем другого человека назвать пророком, но лампой мы можем назвать, потому что, ну, а иначе как? Вот те ученые, которые пришли после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они писали много трудов. Они, по сути, тоже вот в духовном плане освещали путь народа, путь какого-то конкретного человека. Они тоже в каком-то роде являются лампой, да. И заметьте, вот подытоживая вот этот тезис, я просто скажу, но во многих народах, тюркских и, наверное, не только тюркских, есть фамилия Сирадждинов. Сирадж-ад-Дин, то есть лампа религии. Иногда в искаженном немножко виде Сиразиддинов говорят. Но это арабское слово Сирадж-ад-Дин, то есть лампа религии. Так что назвать какого-то другого человека лампой, это неплохо, это не запрещено. И нигде нет никакого толкования, пояснения от ученых, запрета, чтобы мы использовали слово сирадж или лампа по отношению к какому-то другому человеку. Может быть в душе у одного человека несколько ламп. Может. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, один.
выше пророка авторитетов нет. Это любой нормальный мусульманин понимает. Но вот эти мелкие лампочки, да, ладно уж, если уж мы сейчас прицепились к этому термину, давайте уж дофилософствуем. Вот других мелких ламп может быть множество. Потому что в каждый век, в каждом регионе, при каких-то определенных обстоятельствах, нужны люди, которые показывают народу правильный путь. Это не обязательно ученые. Это могут быть какие-то такие пассионарные личности, которые появляются в какой-то определенный момент истории и говорят людям, не падайте духом. Вот она дорога, давайте пойдем по ней и мы выйдем, да, на нужную поляну. Ничего плохого в слове лампа нет, поэтому я и написал эту статью. Кстати, кто не читал ее, я рекомендую прочитать. Правда, она на башкирском языке. Перевести на русский я не возьмусь. Я не знаю, иногда перевод как-то выхолащивает суть того, что сказано было в оригинале и сказано было от души. Поэтому я от этой статьи не отказываюсь. И этому брату я рекомендую ее прочитать еще раз. И не реагировать так остро на слово лампа. Не бояться этого слова. Пусть он подумает над тем, что куча имен и куча фамилий. Сираджиддин или Сиразиддин. Да. И вот восхваляя Абу Ханифу, тоже какой-то из поэтов написал стихотворение, в котором назвал его Сирадж-ад-Дин. По-моему, если я не ошибаюсь, я просто это стихотворение сейчас наизусть не помню. Теперь про Салавата Юлаева. К сожалению, многие люди, я не буду сейчас брать совсем уже какой-то отброс, которые шутят, иронизируют по поводу Салавата Юлаева или пытаются опорочить его, как-то умолить его достоинство. Я не беру этих людей. Я беру вполне адекватных, нормальных, которые все равно недопонимают значимость Салавата Юлаева для башкирского народа. Вот я сейчас к ним хочу обратиться. Поймите, дорогие слушатели, зрители, Салават Юлаев это не просто авторитет для башкир. Это не просто один из многих воинов, которыми гордится башкирский народ. Да, это не пророк. Но на самом деле, вот на сегодняшний день он гораздо больше, чем просто человек. Когда-то я попытался снять видео. В феврале, по-моему, я там, сидя за столом, там долго размышлял. Нудно, может быть, затянуто. О некой пирамиде ценностей, о личностях, о символах. Именно символах. О людях, которые стали символами. Может быть, там я что-то не смог, не дообъяснил. И вот сейчас я хочу еще раз попробовать это сделать. Так вот, суть того видео, если его не смотрели, тоже попытайтесь посмотреть. Если не хотите, ну и не надо. Вот сейчас внимательно послушайте. Суть того видео была в том, что некоторые люди из народа, они превращаются в символ. Они действительно превращаются в лампу. Они через века на протяжении сотен и, может быть, тысячелетий освещают народу путь. Они дают этому народу силу, веру в себя. Салават Юлаев вот этим символом стал. Это не просто вот тот памятник, который вы сейчас видите, да, но, знаете, вот даже если когда-нибудь этот памятник и перестанет существовать, не будет его в природе по каким-то причинам, но вот символ, даже у тех людей, которые никогда не видели Салавата Юлаева, примерно он вот таким и останется в голове, в сердце. Вот такой парень, молодой,
горячий, который с верой смотрит вперед, который на коне. Он не просто какой-то пеший, не просто человек, который смотрит вдаль, да, не старый там человек с книгой, который, например, что-то объясняет, да, нет. А именно вот этот символ, именно вот в таком виде он и живет в сердцах людей. Если бы даже не было этого памятника, он примерно такой и был бы в сердцах людей. Поэтому, дорогие зрители, если у кого-то такая глупая мысль когда-нибудь возникнет, как-то вот уничижительно про Салавата Юлаева отозваться, что-то плохое про него сказать, вы просто всегда помните и знайте, что вы затрагиваете не просто какого-то отдельного человека с его недостатками, которые наверняка были. Вы затрагиваете некую ценность и символ, национальный идентификатор, если так можно сказать. Просто вот это помните. И если есть такие люди, даже из нашего народа, которые в Башкортостане живут, которые думают, что можно вот этот символ так легко снять, вместо него поставить какой-то другой, то вы тоже глубоко ошибаетесь. У Салавата Юлаева было много таких качеств, которые просто так взять, развинтить, выкинуть и вместо них там что-то другое закрутить, но просто не получится. Это все я говорю, потому что вот, во-первых, тот брат немножко раскритиковал меня за это слово лампа. И потому что в последнее время, ну, то тут, то там начали писать там, а что Салават, он же то, сё, ну, какие-то минусы пытается в нем найти. Хоть что вы говорите, хоть как вы пытаетесь его ну, затушевать, скрыть, исказить, но он прожил достойно, он для своего времени сделал адекватные шаги, для своего времени. Он поступил честно по всем понятиям, и конец жизни он провел именно так, как обычно народу, ну не знаю, вообще применимо ли это слово, как обычно народу нравится, именно таких людей этот народ запоминает героями. Были другие личности, которые ну, примерно одинаковую биографию имели, да, но в конце жизни они либо просто состарились, умерли, или же просто свернули с этой дороги и стали кем-то другим. Да? Такие люди тоже были у разных народов и даже у нас. Но вот Салават Юлаев остался верен своему делу до конца, и именно поэтому он запомнился тем, кем он и предстает в наших глазах, в нашем уме, в нашем воображении. Поэтому лампа и есть лампа. И на это слово обижаться не нужно. Я сегодня написал там в Фейсбуке статью про Салавата Юлаева. Сейчас, пусть даже вот так немножко сумбурно, но захотел что-то сказать. Я думаю, из всего, что сказано, хотя бы какое-то предложение кому-то принесет пользу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.